Что важнее, спокойствие бизнеса или здоровье и жизнь граждан? Шквал промышленного фальсификата, шквал контрафактных товаров. Все хотят спокойно работать. Я не думаю, что какой-то бизнесмен хочет отравить кого-то. Где обязательно нужны проверки, как со стороны САН, СЭС, пожарной безопасности. Мораторий объявлялся на фоне пандемии. Нам пришлось закрыть несколько подразделений, немножко пришлось сократить штат. Есть четкие условия, при которых проверки могут начаться. Государство рассчитывает, что бизнес будет развиваться открыто и честно. Максимально сократить нагрузку на бизнес, нагрузку именно в виде требований. Если бизнесмен ошибся в чем-то или там он что-то не соблюдает, то это ошибка государства. Что важнее, спокойствие бизнеса или здоровье и жизнь граждан? В стране хотят продлить трехлетний мораторий на проверки предпринимателей еще на год. То есть не до 2023, а до 2024 года. Зачем это делается и как повлияет на бизнес и простых казахстанцев, разберемся сегодня. В августе Министерство национальной экономики объявило о планах внесения изменений в указ президента о введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан. Кроме изменения названия, центральным государственным и местным исполнительным органам запретят с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года контроль и надзор в отношении малого предпринимательства. Я считаю, что есть сферы, которые нельзя объявлять вообще мораторий, где обязательно нужны проверки, как со стороны САН, СЭС, пожарной безопасности. Бизнесменов, конечно, надо проверять. Иногда, хоть 1-2 раза в год. По сути, если не проверяется, то это тоже неправильно. А так, мне кажется, это сделали для того, чтобы они лучше развивались, но при этом контроль нужно держать. Мне кажется, это нормально. Будет развиваться малый бизнес. Представим себе ситуацию, что у меня есть малый или средний бизнес. С одной стороны, для меня это хорошо. Почему? Так как практически полностью мою выполненную работу видят. И никаких претензий ко мне не имеют. С одной стороны, хорошо. С другой стороны, конечно, отвлекать будут от моего бизнеса и постоянно приходить, проверять. То есть неужели, как было раньше, не можно было оставить? Кто же попадает под действующий мораторий? Это субъекты малого и микропредпринимательства. Первые – ИП. Юридические лица численностью работников не более 100 человек и среднегодовым доходом не свыше 300 тысячекратного МРП. Вторые с численностью работников не более 15 человек или среднегодовым доходом не свыше 30 тысячекратного МРП. Есть категории тех налогоплательщиков, на кого не распространяется мораторий. Это лотереи, игорный бизнес и ряд других. Объясните, пожалуйста, в каких случаях проверки все-таки возможны, потому что общественность переживает, что из-за моратория бизнес будет наглеть, бизнес будет предоставлять услуги некачественно. И что вы можете сказать об этом? Даже я как потребитель, или пользуюсь услугами. То есть у меня есть четкие условия, при которых проверки могут начаться. Это когда идет жалоба, то есть приходит жалоба, и она обоснованная, доказуемая. То есть чеки, есть документы, есть какая-то фиксация, есть свидетели того, что не была оказана качественная услуга или продан товар, некачественный. В таких случаях, конечно, проверки будут, то есть со стороны прокуратуры. То есть здесь же все разумно, то есть если есть обращение и есть обоснование, то проверки будут. Но для тех, кто работает в рамках закона и просто держится своих клиентов, в принципе, это чисто правило бизнеса. То есть оказать качественную услугу, то у них таких переживаний не должно быть. То есть
соответственно, ну, они далеки от этих рисков, когда просто так придут. Под мораторий не попадают проверки, если они направлены на предотвращение или устранение нарушений, например, создающих угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку и так далее. Здесь важно сказать, что мораторий объявлялся на фоне пандемии. Да, тогда бизнесу было очень тяжело. Многие просто закрылись, причем окончательно. Те, кто остались на плаву, о моратории отзываются положительно. Вы знаете, честно говоря, очень сложно повлиял. Нам пришлось закрыть несколько подразделений, немножко пришлось сократить штат. Я считаю, что в настоящее время нужно все-таки давать сектору МСБ свободу, так как экономику формирует как раз-таки МСБ. И чем больше государство будет давать возможности для развития, не ущемляя их, не ограничивая в чем-либо, тем больше это будет хорошей возможностью для его развития. Но при этом очень важно учитывать момент, связанный с поступлением жалоб. Мне кажется, только в таком случае необходимо проверять МСБ на наличие поступления жалоб. Если бизнесмен ведет честно, открыто, прозрачно свой бизнес, то зачем его лишний раз тревожить и проверять? Предприниматель Дана открыла после пандемии 5 заведений. Но о моратории рассуждает не только как бизнесмен, но и как потребитель. Если честно, я бы хотела, чтобы была какая-то проверка. Почему? Потому что я тоже быть хочу уверена за какие-то виды общепита, да, допустим, если говорить, потому что очень много чего пооткрывалось. Если честно, вот мы сами, да, внутри кухни, естественно, понимаем, кто как работает, у кого какая кухня, скажем так, по санитарным нормам или прочему. И какие-то объекты, они действительно вызывают сомнения, да. Поэтому я не скажу, что я 100% против этих манипуляций. Единственное, я бы хотела, чтобы это было очень понятно. То есть, чтобы эти законы, они были понятными в первую очередь для нас, для бизнесменов. То есть, если в целом государство будет подходить к этому так, если бизнесмен ошибся в чем-то или там он что-то не соблюдает, то это ошибка государства, то есть представителя, что он неправильно объяснил, скажем так, либо донес. Потому что мы, бизнесмены, вот тех людей, которых я знаю, они все хотят соблюдать законы на самом деле. Они все хотят, то есть мы все заинтересованы, чтобы платить налоги. Нужно сказать, что государство ведет системную работу в этом направлении, в том числе в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. Вот регулирование чисто листа – это очень, можно сказать, очень хорошая возможность для того, чтобы убрать все излишние барьеры, именно которые связаны с регулированием, госрегулированием. А основной принцип, если это не какое-то требование, да, регуляторное, там, какие-то вот нормы, пункты в разных правилах, там, постановлениях, то есть правительства, местных исполнительных органов. Если это не касается прям угрозы здоровья, то есть здоровья населения, людей, экологии, то есть такой угрозы не несет, тогда то есть эти требования, они бюрократичные, то есть они излишни, надо их убирать. И вот основная суть проекта была в этом. Сейчас идет активная фаза. По сравнению с итогами 2019 года, и если взять, к примеру, первый квартал 2022 года, то порядка 80% произошло сокращение контрольных мероприятий. Тем самым дана возможность бизнесу свободно дышать и направлять все свои возможности на развитие, и предоставляется возможность, то есть высвобождается их силы для того, чтобы всю энергию направить именно в русло развития самого предпринимателя. На развитие бизнеса в целом направлен национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. А конкретнее, на создание условий для открытия и развития собственного дела, поддержку предпринимателей через организацию субсидируемых рабочих мест и развитие навыков, повышение доступности финансирования и разгосударствление экономики. На эти цели в 2021 году государство направило более 897 миллиардов тенге. В 2022 запланировано почти в 2 раза больше, порядка 1 триллиона 562 миллиардов тенге.
В 2020 году были сняты отраслевые ограничения в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2025», что поспособствовало перевыполнению показателя по субсидированию и гарантированию на 62%. И государственной поддержкой были охвачены 48,8 тысяч проектов. Для реализации новых бизнес-идей в сферах услуг и обрабатывающей промышленности 984 проектам предоставлены гранты. Основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес» обучились 33,4 тысяч человек. В прошлом году более 169 тысяч предпринимателей получили информационно-консультационные услуги по открытию и ведению бизнеса, а также получению мер государственной поддержки. В целях уменьшения административных барьеров для предпринимателей государство провело ревизию 435 информационных инструментов, предоставляемых бизнесу. Реализация нацпроекта позволила достичь следующих социально-экономических эффектов по итогам 2021 года. На постоянные рабочие места трудоустроены порядка 403 тысяч человек. Создано 320 тысяч новых рабочих мест. Активными мерами содействия занятости охвачено 814 тысяч человек. Снизилась доля сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума. Вырос вклад МСП в ВВП страны. Доля государственного сектора в экономике снижена до 14,5%. Кәсіпкерліктің үлесі өсті. Экономикадағы мемлекеттік сектордың үлесі 14,5%-ке дейін төмендеді. В 2022 году для повышения доступности мер господдержки, а также максимального охвата предпринимателей снижена сумма кредита с 7 до 3 миллиардов тенге. Это позволило просубсидировать и прогарантировать порядка 16,8 тысяч проектов при плане 4239. Для реализации новых бизнес-идей в сферах услуг и обрабатывающей промышленности 399 проектам предоставлены гранты. Основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес» при плане 30 тысяч человек уже обучилось 75,1 тысяч человек. Порядка 12 тысяч предпринимателей получили консультационные услуги по открытию и ведению бизнеса, а также получение мер государственной поддержки. Что такое нефинансовая поддержка? Это разветвленная инфраструктура, это МИКИАН, вплоть до районных уровней, где-то у нас 191 центры поддержки предпринимательства, ЦПП называется. В каждом районе есть эти центры. Там не так много людей, но тем не менее есть такие центры. В областных центрах есть ЦОПы, Центр обслуживания предпринимателей, их 19. И эта инфраструктура, через эту инфраструктуру и предлагаются эти нефинансовые меры поддержки. Проще говоря, предприниматель приходит и говорит: я бы хотел вот как раз, не знаю, как сдать налоговую отчетность, у меня есть вопросы по юридическому характеру, то есть как договор составить. Конкретно говорит: мне нужен бизнес-план, кстати, государства. Это очень хорошая возможность. Я сам несколько раз консультировал и помогал. То есть государство бесплатно, в общем, через вот этих консультантов для предпринимателей разрабатывает бизнес-планы. То есть это очень хорошая поддержка. И все эти нефинансовые меры оказываются через эти ЦОПы, ЦПП, и кроме этого, конечно, идет обучение. Различные есть компоненты. Раньше были компоненты старшие сеньоры, деловые связи. Деловые связи — это вот связано с поездкой, последний раз, по-моему, больше активно с Германией. Все они видят международный опыт, какие-то идут сотрудничества. То есть всю эту вот нефинансовую поддержку мы оказываем. Каждый раз с этим совершенствуются эти подходы. По прогнозам Миннацэкономики, в 2022 году ожидается рост доли малого бизнеса в ВВП страны до 33,8%, создание 175 тысяч новых рабочих мест. А в целом к 2025 году нацпроект должен обеспечить долю малого предпринимательства в ВВП страны до 35%, увеличить объем туризма в ВВП до 8,4 триллионов тенге, снизить долю государства в экономике до 14%, создать более 995 тысяч рабочих мест.
Государство рассчитывает, что бизнес будет развиваться открыто и честно. По крайней мере, предлагаемый к продлению мораторий направлен на это. Они не будут наглеть. Почему? Потому что самим указом предусмотрены такие условия, при которых возможно проводить проверки в отношении нередивых субъектов предпринимательства. Да? То есть никто не говорит о том, что безнаказанность, грубо говоря, безнаказанности не будет. При наличии угрозы жизни и здоровью, национальной безопасности, общей законности и правопорядка, то такие проверочные мероприятия уполномоченным государственным органам будут проводиться. Сейчас проводится большая работа правительством, так называемая президентская реформа с чистого листа. В чем она заключается? Да? Она заключается в том, чтобы максимально сократить нагрузку на бизнес, нагрузку именно в виде требований. Предусматривается новый подход к государственному контролю. С чем она связана? Да? С тем, чтобы убрать карательность и обеспечить максимально предупредительную работу. То есть государственные органы по результату проверочных мероприятий будут выносить не штраф, а будут выносить предписание о том, чтобы субъект предпринимательства устранил эти нарушения. То есть он будет ему говорить о том, что ты должен сделать то-то, 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 для того, чтобы обратно вернуться в правовое поле. А вот у потребителей продукции и услуг бизнеса есть опасения. Шквал промышленного фальсификата, шквал контрафактных товаров, некачественные услуги. Просто дают объявление, неподготовленный человек или человек уже с корыстной мыслью заработать любой ценой. Дают объявление, продают и нарушают права потребителей. Нарушают тем, что реализуют фальсифицированный товар, ввозят фальсифицированный товар. Ведь тот товар сегодня, который на полках, он же не сам пришел. Нам этот товар принесли не китайцы, не россияне. Этот товар к нам в страну завозят наши с вами так называемые предприниматели. Все-таки государство не должна снимать с себя ответственности. То есть вот этот мораторий, он как бы развязал руки недобросовестному бизнесу. Вот что такое, по сути, недобросовестный бизнес? Это, во-первых, он автоматически вливается в теневой. Он не выдает чеки контрольно-кассового аппарата. Он вводит в страну несертифицированный товар. Он может запросто ввести в страну тот товар, промышленный фальсификат, да, в странах, которым запрещено, он может просто-запросто привезти, продать, и за это ему ничего не будет. Вот что такое мораторий. Но почему тогда государство за счет потребителей, за счет народа должен поддерживать бизнес? Я в этом логики никакой не вижу. У самого бизнеса, которые также являются и потребителями, другая точка зрения. Все хотят спокойно работать. Я не думаю, что какой-то бизнесмен хочет отравить кого-то или еще что-то сделать. То есть все хотят работать правильно. Вот. Просто нам нужно это правильно выстраивать. А так правила, они для всех хороши всегда. Все силы направлены на защиту бизнеса, но защищая бизнес, не нарушаем ли мы права потребителей? Да, на самом деле вот права потребителей — это, конечно, вопрос сейчас, это другая сторона, которая, в принципе, есть комитет по защите прав потребителей, есть различные ассоциации. Мы не раз с ними тоже встречались. Совместные работы, да, какие-то проводятся? Совместные работы проводили, да. В принципе, когда любые приходят законопроекты, мы также им направляем и учитываем их мнение тоже. То есть для того, чтобы мы учли не только мнение предпринимателя, но и мнение потребителя. И если какие-то есть споры, конечно, все это один из принципов работы МПП это предоставление площадки. То есть, приходят, обсуждают госорганы и вырабатывается какое-то решение в любом случае. Поэтому мы учитываем это, но при этом есть другие институты, которые должны учитывать интересы потребителей. Это начиная от полномочного органа, различных тоже общественных организаций, и, конечно, в самом парламенте депутаты учитывают интересы избирателей. Мы всегда призывали и призываем для того, чтобы в обществе и в целом в государстве тоже был такой сильный институт защиты прав потребителей, чтобы он стал таким тоже партнером для правительства, как Атамекен. И тогда это будет полноценный баланс.
Я думаю, это вопрос времени. Есть такой момент. В Национальной палате предпринимателей Атамикен подсчитали, что несмотря на прекращение или сокращение государственными органами проверок в 2020 году, в 2021 было выявлено 1035 фактов необоснованного назначения и проведения проверок. И это только в одном календарном году. А сколько их было в 2020? А сколько их уже было и еще будет в 2022? Надеемся, что мораторий и нацпроект все же учтет интересы всех сторон. Бизнес будет развиваться, а потребители получать качественные товары и услуги.